Қалдарыңызға лай, амансыздар ма? Здравствуйте всем! Мы продолжаем рубрику «Қазақ тілі оңай болсын». И сегодняшняя наша тема сын есім, сын есімдер. В переводе имя прилагательное. Хорошо. Про урок. Мы изучим основные казахские прилагательные, научимся правильно использовать их в речи и рассмотрим примеры их употребления. Оставайтесь до конца, и пусть этот урок станет еще одним шагом к вашему успеху в изучении казахского языка. Друзья, как вы думаете, для чего сын есім? Для чего вообще нужен сын есім? Сын есімдер. Смотрите, имя прилагательное или сын есім или сын есімдер нужно для того, чтобы описывать признаки, качества и свойства предметов, людей, животных и явлений. Сын есім отвечает на вопрос «Қандай». «Қандай». Какой или какая, да? «Қандай». Хорошо. Вот у нас первое слово. Давайте его рассмотрим. Үлкен – большой. Еще раз. Үлкен. Үлкен. В переводе большой. Используется для описания больших предметов, людей или мест. Вот теперь смотрите. Мысалдар – это у нас примеры. Смотрите, я вот два примера привел. Үлкен и большой дом. Үлкен қала – большой город. И это дом. Еще раз. И это дом. Қала – это город. Қала. Қала. Хорошо. А вот, например, мен. Вы это слово все знаете, да? Мен – это я. Мен үлкен қалада. Қалада тұрамын. Я живу в большом городе. Еще раз. Мен үлкен қалада тұрамын. Хорошо. Понятно, да? Следующее слово у нас кіші или кішкентай. В переводе маленький, да? Используется для описания небольших предметов, помещений или детей. Ну, людей, детей, да? Вот теперь примеры. Кіші бала или кішкентай бала. Да, в основном пользуется кішкентай. Или кіші бөлме или кішкентай бөлме, да? Маленькая комната. Бөлме – это комната. Бала – это ребенок. Бала – ребенок. Бөлме – это комната. Хорошо. А вот уже следующие слова вы все знаете, мы их рассматривали, да? Смотрите. Жақсы и жаман. Я вам говорил, что если у вас спрашивают «Қалдарыңыз қалай», «Қалыңыз қалай» или «Қалайсың», мы отвечаем или «Жақсы» – хорошо, или «Жаман» – плохо. Но также мы их можем использовать как имя прилагательное, как сын есім. Хорошо. Смотрите. Жақсы – это хороший. Хороший. Используется для положительной оценки людей, предметов или явлений. Вот теперь смотрите. Жақсы адам. Да? Хороший человек. Или жақсы кітап. Хорошая книга. Давайте вспомним глагол читать. Да? Читать книгу. Как будет читать книгу? Вспоминаем прошлый урок. Оку, да? Я надеюсь, вы вспомнили это слово. Вот теперь смотрите вот такой пример. Вот такое предложение. Мен жақсы кітап оқыдым. Оку – это вообще читать или учиться, а оқыдым – это в прошедшем времени. Мен оқыдым. Помните? Мы разбирали такие вот примеры. Мен жақсы кітап оқыдым. Или вот смотрите, жаман, да, плохой. Это слово используется для отрицательной оценки людей, предметов, погоды или ситуации. Вот теперь смотрите, жаман ауа рая, плохая погода. Мы можем сказать жақсы ауа рая или жаман ауа рая. Или вот смотрите, жаман одет, плохая привычка. Одет – это привычка. Хорошо. Так, следующие слова озон и қысқа. Еще раз. Озон. 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 Или, вот шестое слово, қысқа. Қысқа. Озон это означает длинный, қысқа это короткий. Озон. Давайте рассмотрим его. Да, он используется, это слово используется для описания длины предметов или расстояния.
Вот, например, узун жол, длинная дорога, узун шаш, длинные волосы. Или вот кыска используется для описания коротких предметов, текста или времени. Вот, например, кыска жауап, короткий ответ, жауап, жауап. Кыска көйлек, көйлек – это платье. Көйлек – это платье, жауап – это ответ. Седьмое слово у нас жаңа, новый. Или восьмое слово у нас ескі, старый. Жаңа используется для описания новых предметов, идей или событий. Вот, например, жаңа телефон. Смотрите, мен жаңа телефон алдым. Алдым можно перевести как, прямой перевод будет взял, но можно перевести как я купил. Я в данный момент имею, я купил. Мен жаңа телефон алдым. Новый телефон. Жаңа телефон. Хорошо, следующее жаңа көлік. Жаңа көлік. Көлік. Это новая машина, да? Или можно сказать не жаңа телефон алдым, а можно сказать мен жаңа көлік алдым, да? И теперь смотрите, ескі – это старый. Используется для описания старых вещей, зданий и различных предметов. Вот можно еще сказать, например, ескі телефон или ескі көлік, да? Или вот еще одни примеры. Ескі кітап – старая книга. Кітап – книга. Кітап – книга. И смотрите, ескі көпір. Көпір. Көпір – это мост. Девятое слово у нас қымбат. Қымбат. А 10 арзан. Вот если вы пойдете в магазин, да, можно описать там различные товары, да, например, қымбат – это дорогой или дорогостоящий предмет, да, товар, предмет, да, қымбат. Мы его будем описывать как қымбат. А вот дешевый предмет, дешевый товар, мы говорим арзан, арзан. Вот теперь смотрите, қымбат используется, когда говорят о высокой цене товара или услуги. Например, қымбат сағат – дорогие часы. Қымбат сыйлық – дорогой подарок. Еще раз, сағат, сағат или сыйлық, сыйлық. Хорошо, арзан. Теперь давайте его рассмотрим. Используется, когда цена товара или услуги невысокая, дешевая, правильно? Смотрите, вот теперь примеры. Арзан билет. Дешевый билет. Вот, например, мен авиасейлстен арзан билет сатып алдым. Сатып алу – это купил. Сатып алдым. Хорошо. Арзан билет – это дешевый билет. Ну, авиасейлс вы, надеюсь, все знаете. Хорошо. Арзан кием. Дешевая одежда. Арзан кием. Кием. Кием – это одежда. Так. 11 слово жила. Жила. Теплый. Используется для описания температуры воздуха, воды, одежды или отношений, да? Вот мысала, да, это пример. Жылы шай. То есть, например, жылы шай. Теплый чай. Жылы ауа райы. Теплая погода. Еще раз. Пишется через а. Вот в некоторых словах так. Например, жай, шай, да? Но мы говорим через Вот я вот могу вот так вот написать вам, смотрите. Вот. Вот, через эту букву мы будем говорить. Вот, например. Жылы чай. Это у нас орфоэпия, да? Орфоэпия – это правильное произношение. Чай. Пишется шай, но мы говорим чай. Да, суть не в этом. Мы сейчас рассматриваем слово жила. Теплый жила, да? Жылы шай. Чай. Теплый чай. Жила ауа райы. Ауа райы. Ауа райы – это погода. Да, говорят же. Бүгін ауа райы құбылмалы. В новостях. Хорошо. Суық. Холодный. Используется для описания температуры, погоды, напитков или предметов.
Суық жел. Холодный ветер. Суық жел. Жел это ветер. Суық су, холодная вода. Ну, можно и сказать, например, жылы су. Например, да? Так, следующее слово у нас әдемі. Әдемі это, по идее, перевод, да, будет красиво, но в основном лучше перевести как красивая, да? Ну, красивая вещь, да? В общем, о красоте, да, используется для описания внешней красоты людей, природы или предметов. Да, мы говорим, конечно, әдемі жігіт, да, жігіт это парень, а қыз это девушка, но в основном мы говорим әдемі қыз, да, ну как-то әдемі жігіт это, ну как сказать, в основном носители так не говорят, в основном говорят сымбатты жігіт и әдемі қыз, ну мы это потом рассмотрим отдельно, но главное вот у нас вот слово әдемі, мы должны его запомнить. И вот теперь смотрите примеры. Әдемі гүл и әдемі қыз. Қыз это девушка. Я, да, только что вот приводил примеры. И гүл у нас есть, да? Гүл это цветок. Какие вы знаете, например, цветы? Например, есть раушан. Это у нас роза, да? Или мамыргүл. Это у нас сирень. Ну ладно. Дальше. 14 слово. Это у нас предпоследнее слово, это осконсус, некрасивый. Смотрите, әдемі это красивая, красивый, да, и осконсус это некрасивый. Используется для описания непривлекательной внешности человека, животного или предмета, да. Ну, нежелательно говорить, да, например, осконсус адам. Адам это человек. Осконсус адам или осконсус кесе, да, кесе это тоже человек. Осконсус сурет. Можно вот такие вот примеры. Можно вот так сказать, да, например, осконсус сурет, да, некрасивая картина. Или осконсус орндак, да, некрасивый стул. Да. Странный, конечно, пример. Осконсус орндак. Ну, ладно. Дальше. Акылда, умный. Используется для характеристики умственных способностей человека. Вот, например, акылда окуша. Умный ученик. Или акылда адам, умный человек. Вот я только что говорил, да, адам это будет у нас человек. В основном мы пользуемся адам. Вот это вот слово. Адам, да? Да, я уже сразу понял, что у вас тоже возник вопрос, а как сказать неумный? Да? Неумный, да, например. Очень легко. Акылсыз. Акылсыз. Вот это вот сыз. Да, это вот не, да, вот через вот это вот сыз мы выражаем не, да, например, акылсыз, да, білімсіз, да, неумный, неграмотный, да, например. Дорогие зрители, на этом все. Всем спасибо. Теперь давайте послушаем диалог. Сәлем, қалың қалай? Сәлем, жақсы. Ал сен ше? Мен де жақсымын. Мынау сенің жаңа көлігің бе? Иә, бұл менің жаңа көлігім. Өте әдемі екен. Бірақ қымбат шығар? Иә, қымбат.